Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Первая группа реставраторов из России прибыла в Абхазию и уже приступила к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников. Культурно-благотворительный фонд Ашана объявляет сбор средств для Николь Джинджоли с диагнозом муковисцидоз. 5 новых пещер и 1 подземную реку обнаружили в Абхазии российские спелеологи. Первая группа реставраторов из России прибыла в Абхазию. Делегацию возглавляет замдиректора Департамента музеев и внешних связей России Наталья Чечель. Реставраторы уже приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января. По словам специалистов, некоторые картины можно полностью восстановить. В Абхазию приехали 4 реставрационных центра. Они будут работать до понедельника. Часть произведений будут восстанавливать в Абхазии, а другую часть перевезут в Москву. Работы должны проводиться срочно, потому что любое промедление может привести к необратимым процессам. Ну, конечно, очень серьезно пострадали произведения. И наша задача в настоящее время оказать самую первую необходимую помощь, сделать описание, создать описание сохранности работ и составить списки очередности приведения картин в экспозиционное состояние. В настоящее время как раз сейчас проводят фотофиксацию произведений, потому что прежде чем приступить к реставрации, нужно обязательно отфотофиксировать разрушение произведений и понимать дальнейшие наши шаги с ними. В дальнейшем мы планируем, что часть работ, наиболее пострадавших во время пожара, будут переданы на приведение в порядок, на реставрацию в реставрационные организации Москвы и Санкт-Петербурга. Из Москвы здесь находится Государственный научно-исследовательский институт реставрации, отдел научной реставрации произведений станковой масляной живописи и отдел из ВХНРЦ имени Грабаря, тоже по реставрации станковой масляной живописи. И также музеи Третьяковская галерея, приехали сюда специалисты, и Государственного русского музея из Санкт-Петербурга. АЗС «Азид» возобновил отпуск топлива. Вагоны с топливом зашли на территорию Абхазии. Со второй половины дня 25 января началось поэтапное открытие АЗС «Азид» и отпуск топлива, а также принимаются заявки на пополнение карт корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба «Азид». В Абхазии простились с заместителем командира интернациональной бригады «Пятнашка» Владимиром Харабуа с позывным «Микич». Проводить в последний путь славного сына абхазского народа пришли спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты, главы районов, военнослужащие, общественность. Уроженец Абхазии Владимир Харабуа с первых дней СВО принимал активное участие по защите мирных жителей Донбасса. 20 января при украинском штурме города Авдеевка он погиб. Владимир Харабуа был одним из самых опытных полевых командиров. Участвовал во всех крупных операциях российских войск на Украине. Всегда был на передовой со своими бойцами. Так было и в момент его гибели, когда руководил штурмовыми группами прямо из окопов. Указом президента России Владимира Путина Харабуа посмертно награжден орденом Мужества. Один из первых, который отозвался, когда формировалась группа добровольцев в зону СВО, один из первых выдвинулся в зону СВО, сражался на передовой, высоко нес знамя своего подразделения, «Пятнашки», дикой дивизии, был одним из лучших бойцов нашего подразделения. Неоднократно был награжден государственными наградами, наградами главнокомандующего, награжден был личным оружием. Этот человек всегда останется в нашей памяти. Гордость для нашего подразделения, для подрастающего поколения.
Ушла из жизни Маргарита Бардадым, мать погибшего добровольца, кавалера ордена Леона, поэта, журналиста и переводчика Александра Бардадым. После гибели единственного сына в Отечественной войне народа Абхазии его родители решили навсегда переехать в нашу страну, где он похоронен. Маргарита Бардадым ушла из жизни в возрасте 87 лет. Маргариту Бардадым в Абхазии знают как мать героя. Ее сын Александр – яркий пример добровольческого движения в годы Отечественной войны народа Абхазии. Талантливый поэт и переводчик на восходе творческого пути сменил перо на оружие. Он не мог иначе, говорила Маргарита Бардадым об его решении ехать на войну, на помощь друзьям. Очень светлая женщина, очень. Вот удивительно светлая и внешне, и светлая внутри. Я бы посоветовал многим нашим также любить Абхазию, как любила она, ее покойный супруг. Сам Саша, вы знаете, в Афоне похоронен. Если сказать о ней коротко, я вот думал, лучше, чем словами ее сына не скажешь. Помянем тех, кто вместе с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами. Я дальше сейчас не буду говорить, речь идет о бойцах, но не было бы этой мамы, не было бы и такого бойца. И вечная память Маргарите Александровне. Семья Александра Бардадым была высокоинтеллигентной и образованной. Отец Виктор – художник, мать Маргарита – художница-график. А поэтический талант Александра решили развивать в литературном институте имени Горького, где судьба связала поэта с Абхазией. И, как оказалось, не только его. Ani ja bir huçka dünya geçirir gadı dünya tot artıyalı gındırıçkunu bustrazet dara yani ya bir harah dünya yayge. Для родителей в Абхазии сын словно ожил. Они видели его в друзьях, соратниках и в целом во всем, что Александр воспевал в своих стихотворениях. Он мечтал купить домик и жить в Абхазии. Но мечта сбылась у тех, кто этого не желал. 9 сентября 1992 года – день гибели Александра Бардадым. Последние минуты, когда Сашу фактически уже загрузили в самолет, а мы должны были на пассажирском ехать. Позвала меня Маргарита Александровна и говорит, почему вы не хотите его похоронить в Абхазии? Это для меня был шок, потому как мы знали о том, что родители не хотят хоронить в Абхазии, что мы привезли в Москву. И совершенно, можно сказать, магическими какими-то секундами, наверное, минутами, когда мы успели остановить этот самолет, который должен вот-вот вылететь. Прямо со взлетной полосы мы сняли Сашу и привезли в Абхазию. Надо было видеть ее глаза с такой радостью, как будто она не сына везет хоронить, а не знаю, что-то с ней происходит. Она счастливая такая, плачет, и Саша вернулся к себе на родину. Я помню ее слова, когда мы сказали, что нам сказали, что вы не хотите. Она сказала, по столу вот так ударила рукой. Саша должен быть похоронен в Абхазии. И все. Трудно вспоминать и после военные годы, когда они не могли себе найти другого места успокоения, чем Новый Афон. И, наконец, когда окончательно перебрались, и в каждом из нас она видела, вот, как своих детей. Виктор Бардадым, отец Александра, всегда молчаливый и окутанный спокойствием, сложно переживал потерю сына. Он ушел из жизни 9 лет назад. Одиночество Маргариты украсила семья общественно-политического деятеля Геннадия Аламье. В прощальных речах на митинге говорили, что Маргарита Александровна всегда была окружена теплом и заботой. Вместе с тем, как рассказала поэтесса Гунда Сакания, она не оставляла творчество, посещала поэтические вечера и охотно занималась художественным иллюстрированием книг. Маргариту Александровну вспоминали теплой, светлой, высокоинтеллигентной и одновременно простой, стойкой и мудрой женщиной, которой с достоинством удалось пронести имя героя Александра Бардадым. Сама тоже внесла вот в наше же движение, наверное, вот это, как дальше нам жить, как дальше не уронить честь и славу наших сыновей.
Вот с таким достоинством она сама несла такое звание и нам его передала. Я кланяюсь перед вами, Маргарита Александровна, и дай Бог, чтобы души с Виктором Григорьевичем и с нашим любимым, его называют и абхазским Байроном, я его называю абхазским Лермонтовым, пусть их души встретятся. Пусть она побеспокоится и о наших мальчиках там, потому что их там очень много, и она тоже будет им матерью. لبست أنا دخنت خزاي مدرا حبجان لربري إنسا عجين رالا كوا برتري أي تجا كوا أبري ليشكو نيميو لراد كون ليشكو نيزين مقدس سرينا سكتوت حدا جدنا رتح هرا لرالجاب خر خدانا شزيك أبري وزت إذا حزلا ززن. Проводить в последний путь Маргариту Александровну пришли представители интеллигенции, матери погибших в Отечественной войне народа Абхазии, депутаты, главы администрации города Сухум и Нового Афона, школьники. Пришедшие с ней проститься воспринимают уход с глубокой скорбью. Нельзя разделять их троих по отдельности. Они как вот троица. Каждый из них прожил свою жизнь, короткую, длинную. Но каждая жизнь из них троих, она не просто прожита. Есть чему гордиться, чему стремиться, как жить надо. Хочется сказать большое спасибо Абхазии. Спасибо в том, что показали пример, как любить надо свою родину, свою страну. Асида Мали, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. В прошлом году в Гулрыбском районе было зарегистрировано 54 преступления, раскрыто 51. Произошло 19 ДТП, в результате которых погибли 6 человек. Министр внутренних дел Роберт Киут провел отчетно-плановое совещание по итогам деятельности отдела внутренних дел по Гулрыбскому району за прошлый год. Подробности в материале пресс-службы МВД. Под председательством министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут состоялось отчетно-плановое совещание, посвященное деятельности отдела внутренних дел по Гулрыбскому району за 2023 год. Об основных показателях работы правоохранителей доложил начальник ОВД Реза Гулария. В совещании принял участие первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Руслан Ажиба. Так, за 2023 год в районе было совершено 54 преступления. Так, за 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано 54 преступления. Из них раскрыто 51, что составляет 94,5% раскрываемости. За аналогичный период было зарегистрировано 44 преступления, из них раскрыто было 43, что составляло 97,7% раскрываемости. Из 54 зарегистрированных преступлений тяжкими являются 15, из них раскрыто 12, что составляет 80% раскрываемости. Аналогичный период было тяжких 11, из них было раскрыто 10. Это 22 год имеется в виду. Следственной группой и группой дознания УВД по Гулрыбскому району в суд направлено 21 уголовное дело. Службой МОП было проведено 158 профмероприятий, исполнено отдельных поручений 320, обеспечено судебных процессов 220, составлено административных протоколов 101. На учете в ПДН состоит 3 несовершеннолетних, состоит на учете наркоманов 32 человека. На учете в МОБе состоит 2 неблагополучные семьи. Говоря о работе ОГАИ ОВД, Гулария доложил, что за отчетный период 12 месяцев 2023 года было выявлено 5423 нарушений правил дорожного движения. При этом хотелось бы отметить, что на территории Гулрыбского района в течение 12 месяцев 2023 года произошло 19 ДТП, в результате которого погибло 6 человек. Пострадали 32 человека. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан с 15 мая по 30 сентября 2023 года на территории района реализовались оперативно-профилактические мероприятия «Курорт-2023» по утвержденному плану. За отчетный период в отношении отдыхающих было совершено 1 преступление. По всем нераскрытым преступлениям 2023 года и прошлых лет ведутся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью раскрытия преступлений и задержания лиц, их совершивших, доложил Гулария. На данный момент в ОУР ОВД по Гулрыбскому району числится 19 разыскных дел на лиц, скрывающихся от суда и следствия. За отчетный период по линии наркомании сотрудниками ОУР было выявлено 70 граждан, употреблявших наркотические средства. Министр Роберт Киут поручил усилить работу по линии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.
Взаимодействие с другими органами, районными подразделениями и центральным аппаратом должно быть на самом высшем уровне. Мы должны работать как единый общий механизм. Я считаю, что это одна из важнейших сегодня задач нашей работы с незаконным оборотом наркотиков и в целом по общеуголовным преступлениям. Я понимаю, что их не так уж и много уже получается по статистике. Это хорошая статистика, в принципе, но ее, если мы не будем контролировать и усиливать работу, то она может измениться в отрицательную динамику. Первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажиба, начальник криминальной милиции, подчеркнул необходимость активизации работы по предупреждению преступлений. Незаконный оборот наркотиков – это главное незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия. Максимально бы убрать у людей короткоствольное оружие. Вы знаете, что происходит сегодня в каждом районе, там каждая ссора превращается сразу в стрельбу. Сразу, если вы вовремя не обращаете внимания на те ссоры, которые происходят в селах, они сразу превращаются в такое масштабное. Подводя итоги совещания, генерал-майор милиции Роберт Кют отметил динамичное развитие туризма в Гулрыбском районе. В этой связи министр поручил своевременно разработать план профилактических мероприятий в период летнего-курортного сезона. У вас молодой и энергичный коллектив. Мы ждем ответственного выполнения сотрудниками своих служебных обязанностей. Важно стремиться к формированию положительного имиджа милиции. Именно на основе реального повышения эффективности ее деятельности, конкретных случаев профессионализма, резюмировал Роберт Кют. Житель села Аац и житель Гудауты привлечены к уголовной ответственности за незаконное приобретение, перевозку и хранение без цели сбыта наркотического средства. Детали в оперативной съемке МВД. К уголовной ответственности по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического средства без цели сбыта привлечен житель села Ацагудаутского района Мархоля Ахрасевович, 1975 года рождения. Наркотическое средство у мужчины изъяли в ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел. Аналогичное преступление вменяется Агрбаджубею Валерьевичу, 1971 года рождения, проживающему в городе Гудаута. Последний хранил при себе медицинский шприц с готовой к инъекции жидкостью, как впоследствии установлено экспертами, сильнодействующим наркотическим средством метадон. Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Агарба, расследует группа дознания Гудаутского РОВД. Джумбер Агарба на период проведения следственных мероприятий отпущен под подписку о невыезде. Оперативные мероприятия по выявлению факта незаконного хранения и изъятия наркотического средства провели сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел. В связи с дефицитом электроэнергии, обусловленным сокращением объемов поставок из Российской Федерации и низким уровнем воды в Джварском водохранилище, Черноморэнерго ввело с 26 по 31 января график отключения электроэнергии в западной части Абхазии, включая город Сухум. Ограничения будут действовать до восстановления согласованного объема перетока из России. Свет будут отключать 2 раза в день на 1 час 40 минут. Более подробная информация на сайте Черноморэнерго. В Академии наук Абхазии прошло общее собрание, на котором избрали новый состав президиума. Доктор биологических наук Сергей Бебия и доктор физико-математических наук Январби Экба вновь избраны вице-президентами Академии наук, а доктор филологических наук Валентин Кугоня академиком-секретарем. Академики проголосовали из-за кандидатуры руководителей отделения Академии наук Абхазии. Ими стали доктор экономических наук Заур Шалаша, физико-математических наук Анатолий Марколья, доктор сельскохозяйственных наук Лёсик Айба. Состав президиума Академии наук Абхазии пополнился новыми членами. Академики единогласно проголосовали за кандидатуры доктора медицинских наук Зураба Амкаба, доктора исторических наук Олега Бгажба, почетного члена Академии наук Романа Дбар, доктора педагогических наук Алексея Касланзе, доктора филологических наук Валерия Кварчия, доктора филологических наук Вячеслава Черикба. На собрании также были вручены
вручены дипломы молодым кандидатам наук Лолите Гергия, Елене Джакония, Кристине Богателия, Индире Кирия, Алине Сангуле и Ивану Титову. Кроме того, диплом победителя конкурса на соискание государственной премии имени Георгия Дзидзария в области науки за 2020-2022 годы был вручен Джульетте Адлиба. Двум ее коллегам Зурабу Адзенба и Вячеславу Чирикба госпремию вручал вице-президент Абхазии Бадра Гунба в День науки 30 октября. И работа. Академия с первых же дней основания проводила политику воспитания молодежи. Другого пути у нас не было. Был очень тернистый путь. Трудности были огромные. Не хватало базы, не хватало средства и так далее. Но несмотря на это, мы двигались постепенно вперед. И вот нам удалось в прошлом году проявить качество, вернее, количество вышло в качество. В итоге мы сегодня имели вот молодежь, которые нас обрадовали здесь своей защитой диссертации. Надеюсь, что они на этом не остановятся. Я абсолютно уверен. Я хочу выразить огромную благодарность Эдуарду Шамилевичу, руководителю института, который сделал все по организации, по проведению этой работы. По организации диссертационного совета очень сложного. Это был разовый диссертационный совет с участием выдающихся ученых всей России. И было единогласно решение, принимали здесь, многие коллеги присутствовали при защите. Во всяком случае, мы провели эту защиту на достойном уровне, и планка защиты была довольно серьезно высокая. И мы надеемся, что в таком ракурсе будет работать и в дальнейшем коллектив ботанического сада. И всем огромное спасибо, потому что это не только ботанического сада, это заслуга всей академии, всей академической системы, которые были направлены на то, чтобы воспитывать молодежь. Я еще подчеркиваю, нам очень многое нужно сделать, чтобы воспитать поколение. МВД напоминает, что для получения лицензии на приобретение гражданского нарезного оружия обязательно сдача теоретического и практического экзаменов на знание правил безопасного обращения с оружием. Вопросы для подготовки размещены на официальном сайте МВД. Уважаемые граждане, напоминаем вам о том, что при оформлении нарезного короткоствольного и длинноствольного оружия необходимо будет пройти в соответствии с законом Республики Абхазия об оружии и постановлением Кабинета министров экзамен в отделе лицензионно-разрешительной системы. Вопросы к экзамену разработаны и подготовлены Министерством внутренних дел и выложены на официальном сайте Министерства внутренних дел. Каждый билет будет содержать 10 вопросов. Гражданин при ответе на вопросы может совершить одну ошибку. После прохождения теоретической части в отделе лицензионно-разрешительной системы гражданин обязан будет пройти практические занятия в специализированном учреждении, где он будет обучаться практической стрельбе. После этого он обязан будет предоставить заключение о прохождении практических занятий в отдел лицензионно-разрешительной системы вместе с остальными соответствующими документами. Национальный банк Абхазии объявляет о выпуске в обращение памятные монеты народа Кавказа. Номинал монеты 200 апсар. Сделана она из серебра 925 пробы. Тираж 100 монет. На аверсе изображены абхазские воины с известной фотографией второй половины 19 века Ермакова «Абхазские депутаты». На левой стороне поля изображены солярный знак, состоящий из 11 парящих орлов. Правее номинал 200 апсаров и дата. В правой стороне поля отчеканена надпись «Абанк» и государственный герб Абхазии. На реверсе изображение всех героев серии «Одежда и вооружение народов Кавказа», выполненные цветной термопечатью. Изображение заключено в рамку с традиционным абхазским орнаментом.
5 новых пещер и 1 подземную реку обнаружили в Абхазии российские спелеологи. Об этом в эфире радио «Спутник» рассказал спелеолог Геннадий Самохин. Глубина самой большой найденной пещеры достигает 300 метров. Глубина остальных варьируется от 15 до 27. Но это, по предположению ученого, не предел. Если раскопать глину, то глубина пещер может оказаться намного больше. По словам ученого, Абхазия уникальная страна, в которой очень много глубочайших пещер. Здесь совпало 2 фактора: горы, состоящие из известняка и поддающиеся карстованию, а также обильные осадки. Возраст исследуемых пещер – миллионы лет, как минимум 5 и более. Они появились тогда, когда горы Кавказа начали активно вздыматься, добавил Самохин. Российские ученые совместно с Государственным комитетом по экологии Абхазии исследуют в республике глубочайшие 3 пещеры мира – Крубера, Веревкина и Московскую. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» объявляет сбор средств для Николь Джинджоли с диагнозом муковисцидоз. Девочке необходимы дорогостоящие препараты, общая сумма которых составляет 700 тысяч рублей. Подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Так начинается каждое утро 13-летней Николь Джинджоля. Хрупкая на вид, но очень сильная духом девочка вынуждена быть не такой, как все. Всю жизнь лечиться, ограничивать себя во многом и бороться за жизнь. У Николь муковисцидоз. Это системное генетическое заболевание, которое приводит к нарушениям функции органов дыхания и желудка. Именно от дыхательной недостаточности может погибнуть больной муковисцидозом. На долю девочки выпало нелегкое испытание. Почти с рождения она постоянно проходит обязательное обследование и лечение. В эти моменты Николь ставит жизнь на паузу. Перестает ходить в школу, отказывается от всех активностей, в том числе и от любимого занятия – рукоделием. И практически ни с кем не общается. Несмотря на свой возраст, она уже знает, какие ей нужны лекарства и в какое время их принимать. В течение дня Николь сама делает ингаляции. Я делаю ингаляции в день 7 штук. Мне становится намного легче дышать, и кашель прекращается. Во время ингаляции я не просто сижу, я рисую, леплю, читаю или же также смотрю мультики. Я привыкла ко всем процедурам, я уже привыкла к этому всему, и мне уже это легко дается. Историю Николь наверняка многие помнят. Сразу после рождения у девочки никаких отклонений от нормы обнаружено не было. Однако на 3-й день врачи обнаружили у ребенка кишечную непроходимость, и Николь была сразу же прооперирована. Однако ей не становилось лучше. Было принято решение о повторной операции, после которой кишечник крохи был восстановлен, и девочка начала получать нормальное питание и прибавлять в весе. Казалось, справились с одной бедой. Так вслед за ней пришла другая, новая. Николь начала кашлять. Кашель с каждым днем все больше усиливался. Она дышала с трудом с помощью многократных ингаляций. На следующий день сдали анализы в лабораторию на муковисцидоз. Диагноз подтвердился. С тех пор родители делают все, чтобы их дочь чувствовала себя хорошо. С утра, как мы встаем, мы начинаем делать ингаляции. У нас утром идет 3 вида ингаляции. После этих ингаляций, утром она уже встает бодрая, легкая. Эти лекарства нельзя нам прекращать, потому что если мы прекратим эти препараты, они у нас дорогие, у нас начинается скапливание мокроты. Она начинает кашлять, у нее появляется рвота. Рвота необычная, но вязкая мокрота. За это мы придерживаемся этих препаратов. Без них нам не обойтись. А ближе к вечеру у нас идет опять ингаляция тигераза, которая тоже должна она пожизненно получать. И вечером опять то же самое повторяется, у нас 3 ингаляции вечерние. А перед сном у нас идет физиотерапия этим аппаратом. Это как раз таки нам покупал фонд «Ашана». Этим аппаратом оно дает поток воздуха в легких резко и обратно отталкивает. И этим способом мокрота у нас отходит от легких.
Николь проходила лечение в Израиле, Турции. У нее тяжелая форма заболевания, а как следствие много побочных осложнений. В организме есть синегнойная инфекция. Помимо этого у девочки проблемы с пищеварением. Организм не усваивает белок. В результате этого в 13 лет девочка весит 32 килограмма. Из-за этих всех ферментов у нас в день идет 30 капсул криона. Она получает, могу показать, вот это у нас идет суточная доза. И после этих лекарств она очень плохо кушает. И мы стараемся поддерживать, кушать по калориям, набирать в день нужную калорию. И мы стараемся через силу, конечно, она очень плохо кушает, через силу стараемся получать питание, то, что ей положено. Как бы выброс соли много и теряет вес. Из-за сложности заболевания девочке необходимо ежедневно делать 1,5-часовые ингаляции, принимать лекарства. В месяц лечение обходится до 400 тысяч рублей. Самостоятельно покупать лекарства у семьи Николь нет возможности. Поэтому они вновь обратились в фонд Ашана за помощью. Если бы не фонд Ашана, конечно, мы бы не справились с такой суммой. Спасибо большое, хочу сказать отдельно им. Хочу сказать спасибо большое всему народу, который помогает нам. Это нам не потянуть такую сумму, это очень дорого обходится. Благотворительным фондом Ашана в срочном порядке открыт сбор средств на приобретение препаратов, общая сумма которых составляет 700 тысяч рублей. На эту сумму необходимо приобрести такие лекарства, как Крион, Ингосплин, Форте, Новатрон, Урсофальк, Тегераза. Эти лекарства будут поддерживать жизнь девочки на протяжении полугода, чтобы Николь могла дышать, закончила школу, поступила в университет. Сейчас ей нужна наша с вами помощь. Конечно, прежде всего хочу сказать о том, что невозможно переоценить деятельность благотворительного фонда Ашана, который на протяжении уже многих лет оказывает адресную помощь и поддержку детям с тяжелыми заболеваниями, с хроническими заболеваниями, жизнеугрожающими, в том числе очень редкими заболеваниями. Но деятельность благотворительного фонда Ашана не могла бы состояться, если бы не было бы вас. Конечно, несомненно, государство выполняет свои обязанности по лечению людей, выделяет на это соответствующие средства, но бывают ситуации, когда государство по ряду обстоятельств не в состоянии оказать необходимую помощь достаточно быстро. Поэтому деятельность фонда Ашана, участие в которой может принять каждый вне зависимости от размера этого пожертвования, она очень важна. Болезнь каждый день лишает Николь шанса на спасение. И больше всего на свете она мечтает стать здоровой. Все вместе мы можем на шаг приблизить Николь к мечте. Только объединив усилия, мы сможем собрать необходимую сумму. Помочь Николь можно, отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Шазина Ханагуа, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Сейчас расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 26 января на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 0,5, днем 5-10 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Амшиушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.